К другим темам. Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач школы. Ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства долга и любви к своей родине. О том, как реализуют патриотическое воспитание школьников в Усьмайском районе, в материале наших коллег. Впервые в Усьмайском районе представители Ассоциации боевых действий организовали соревнования по военно-прикладным видам спорта, которые были посвящены 70-летию Победы, а также погибшему при исполнении служебного долга участнику боевых действий в Чечне Александру Иванову. Цель этих соревнований направлена на патриотическое воспитание учащихся и подготовки к военной службе. Именно вот этому мы посвящены военно-прикладные виды спорта. То есть это, видите, здесь автомат, пистолет, стрельба практически, после будет эстафета еще такая. То, что необходимо мальчишке, то, что пригодится в армии, в службе. Участие в соревнованиях приняло 7 команд из 5 школ района. Следует отметить, что ребята показали не только хорошую физическую подготовку, сноровку и выносливость, но и сильный командный дух. Эти соревнования состоялись благодаря инициативе председателя Ассоциации ветеранов боевых действий Николая Гребенякова. И сюда. Раз уперлась. И спокойненько она выходит. При его содействии вчера состоялось торжественное открытие клуба, военно-патриотического клуба «Тайфун» под руководством нашего ветерана боевых действий в Чеченской Республике Есипенко Алексея Викторовича. От того, как будет поставлена работа по патриотическому воспитанию во всех школах нашей страны, зависит во многом выполнение этой сложной проблемы современной жизни. Очень хотелось, чтобы данная система военно-патриотического воспитания была постоянно действующей и направленной на конечный результат – воспитывать гражданина, патриота своей страны. Анастасия Выборкова, Юрий Владимир Таюрский, Тимур Канаев, НК «Саха», Усьмайский район.